Я приветствую всех зрителей телеканала АТР. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайший час мы будем говорить о самых важных и актуальных событиях полуострова. И будем говорить о исторических датах, исторической дате, которая сегодня в нашем эфире будет обсуждаться, в том числе и в выпусках новостей. Это 100 лет со дня создания Крымской автономной Советской Социалистической Республики. И говорить мы будем об этом с нашим гостем, историком и координатором Таврической платформы Андреем Иванцом. А прежде чем мы сейчас с ним подключимся, я напомню, что у нас есть наш YouTube-канал, на котором вы всегда сможете посмотреть все, что не успели посмотреть в прямом эфире, и можете поддержать нас на Патреоне. То есть подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на наш Patreon, чтобы поддержать нашу работу для вас. Андрей Иванец уже с нами на связи. Я приветствую вас, Андрей. Доброго дня. 100 лет назад была создана Крымская автономная Советская Социалистическая Республика. Это такой своеобразный компромисс, что ли, был между национальным политическим движением в Крыму и большевиками, которые решили, что выгоднее на тот момент истории проводить политику, так называемую политику коренизации, то есть давать какие-то полномочия местным жителям, национальностям, которые живут на своих территориях. Но это все, как мы знаем, закончилось фиаско, потом были репрессии, а в 1944-м и депортация крымско-татарского народа, и в итоге 24 года просуществовав, эта автономия исчезла. Вот и все-таки, оценивая и анализируя, что это было? Была ли это попытка создать государственность крымских татар, восстановить эту национальность? Имела ли она какие-то шансы состояться и укрепиться? Вот что вы об этом думаете? Необходимо сказать, что само появление Крымской АССР, оно связано не только с такими амбициями геополитическими большевистского руководства, но еще связано и с теми событиями, которые происходили непосредственно в Крыму. В 1917 году, после февральской революции, в Крыму разворачиваются такие революционные демократические процессы, важнейшим составляющих которых было крымско-татарское национальное движение. Оно приобрело массовость, были созданы структуры самоуправления такого общенационального масштаба, Курултай, действовал Меджлис Мебусан, позднее уже как национальный парламент второго созыва, действовала крымско-татарская национальная директория. И вот представители именно крымско-татарского национального движения, они в 1917 году на первом Курултае выдвинули идею создания Крымской Народной Республики, которая должна была бы отражать интересы всех крымчан. И когда в 1920 году большевики захватили власть в Крыму, выбили белых с территории Крыма, они, с одной стороны, конечно, устроили красный террор, они устроили свои большевистские эксперименты, которые больно ударили по населению Крыма и в том числе по крымско-татарскому населению, потому что большинство крымских татар занимались сельским хозяйством, а большевики навязывали крупные хозяйства, совхозы, и это не давало возможность малоземельным крымским татарам просто арендовать эту землю, как они делали раньше, что приводило к большим трудностям и даже к голоду. Весной 2021 года Мирсаид Султангалиев, представитель наркомнаца, сам один из основателей национал-коммунизма, такого тюркского типа и мусульманского типа, он приехал с инспекцией в Крым, и он ужаснулся тому, что происходило в Крыму. И он выдвинул, в частности, идею, что необходимо провозгласить Крымскую автономную республику и защищать интересы крымских татар. Он писал о том, что все недовольны в Крыму террором и вообще большевистской политикой. И 21 год — это год, когда решался вопрос, каким быть Крыму в составе уже новой большевистской империи.
какая форма должна быть его политическая, кому он должен подчиняться, РСФСР или ОССР. Вот партийное руководство и руководство ревкомов, которое было насажено после захвата Крыма большевиками, они в январе месяце выдвинули идею, что необходимо все-таки Крым подчинить Советской России, хотя среди части большевиков были идеи и включать в СССР Крым, поскольку хозяйственные были большие другие связи. А с другой стороны, было решено создавать автономную единицу. Но вот какой будет эта автономная единица? Областью, коммунной или республикой шли серьезные дискуссии. И поначалу, в мае месяце 1921 года, было решено создавать Крымскую автономную область. Это были решения на уровне ЦК ВКПБ и на уровне Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Представители национального движения в 2020 году попытались найти взаимопонимание с большевиками, потому что другого выхода в той ситуации не было. И они отстаивали те, кто раньше участвовал в органах национального самоуправления, идею, что необходимо провозглашать в Крыму республику. И в конечном итоге мы увидели, что 18 октября 1921 года появился документ Совнаркома и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Совнаркома тоже Советская Россия, о создании Крымской Советской Социалистической Республики, которая имела автономный статус. Ну, насколько я понимаю, там шли споры даже не только о названии, как назвать областью или республикой, но и о форме этой республики. Большевики настаивали на центральном управлении, на жестком контроле, а национальное движение, представители Мелиферка, говорили о том, что автономия должна обладать полной, скажем так, автономией, иметь свои представительные органы, как там наркомат иностранных дел, вести внешнюю торговлю. Вот в этой борьбе был шанс у национального движения сделать автономию более независимой от центра? В централизованной системе большевистской империи особых шансов, конечно, не было. Но вы правильно отразили тенденцию. Сталкивалось несколько позиций о внутреннем содержании уже этой автономной единицы. Если это будет республика, то республика. И вот здесь большевики настаивали, что это должна быть интернациональная республика. И даже национал-коммунисты из числа крымских татар собирались на конференцию и поддержали эту идею в мае 1921 года, что это должна быть интернациональная республика. Позиция людей, которые были объединены в 19-20 году в партии Мелиферка, то есть это лидеры национального движения, они отстаивали идею именно так называемой полной автономии, где действительно предполагалось, по мнению национальных лидеров, очень широкие полномочия, вплоть до ведения внешней политики, вплоть до ведения внешней торговли. Но это большевики отбросили сразу, в частности Чичерин, нарком иностранных дел, он эту идею категорически отбрасывал. Ну и получилось в результате вот такое компромиссное решение. Появилась Крымская ССР, которая имела автономный статус. И можно сказать, что она отражала в таком большевистском преломлении идеи, которые выдвинуло национальное движение в 1917 году. Потому что в этой Крымской АССР говорилось о том, что есть коренные народы, это крымско-татарский народ и караимы. Провозглашалось государственным языком русский и крымско-татарский язык. Был взят курс на татаризацию аппарата государственного. Буквально в 1924 году и руководителем Совнаркома, и руководителем в ЦИК стали крымские татары, представители крымской автономии в Москве были крымскими татарами. Но говорить о том, что вот в 1921 году наступил некий золотой век, иногда даже такие оговорки, золотое десятилетие, можно так сказать, да, для крымских татар, все-таки нельзя.
хотя такие оговорки допускают даже некоторые историки, потому что, несмотря на вот этот такой вынужденный компромисс, большевики хотели использовать Крым для того, чтобы продвигать идею мировой революции на восток, в Турцию и вообще на Ближний Восток. И вот Крым должен был быть таким маяком нового коммунистического общества. Поэтому они искали, как замириться с национальным движением крымских татар, как его можно использовать. В свою очередь, национальное движение пыталось использовать и отчасти не безуспешно вот эти новые возможности, которые давала политика татаризации. Но почему мы не можем говорить о неком золотом десятилетии? Потому что провозглашение автономии произошло в 1921 году. Это год начала страшного голода для Крыма, который продолжался до 23 года, и в Крыму погибло 100 тысяч людей по заявлениям самих представителей коммунистического режима. И из них большинство были именно крымские татары. То есть удар по народу демографически в первые годы был очень силен. Поэтому в 20-е годы они очень противоречивые для крымских татар. Многое удалось сделать в плане культуры, в плане создания административной элиты, истеблишмента крымско-татарского, решить ряд вопросов в сфере образования. Были созданы национальные районы, 6 национальных районов существовало в Крымской АССР. Но все-таки даже в первые годы голод нанес серьезнейший удар по крымско-татарскому народу. Голод этот был вызван не только природными причинами, а в значительной степени он вызван был именно политикой коммунистического режима, потому что, я уже говорил, вначале создавались крупные хозяйства, что лишало малоземельное крымско-татарское крестьянство просто средств к существованию, невозможность арендовать землю. Плюс политика продразверстки, когда поначалу выгребалось все зерно у крымского крестьянства, оно привело к трагическим последствиям. А уже в 1929 году в Крыму произошел первый политический процесс такого масштаба, когда был задержан, арестован и расстрелян в мае 1929 года глава Крымского Центрального исполнительного комитета. Это, по сути, формальный руководитель крымской автономии Вели Ибраимова. Это национал-коммунист, первый, по сути, коммунист среди крымских татар, который занимал практически 5 лет высший пост крымской автономии формально. Был обвинен в ряде уголовных преступлений. Конечно, он позднее был реабилитирован. Но вот это была первая жертва такого масштаба среди номенклатуры. В других национальных республиках еще не уничтожали лидеров такого масштаба. А вслед за тем, что произошло с Вели Ибраимовым, в том же 1929 году начали сфабрикованное дело, по которому уже были репрессированы представители старой интеллигенции и национальные лидеры, проявившиеся особенно ярко в 1917-1920 годах. Вот в споре историков о том, была ли эта автономия национальной или не была, вы какой позиции придерживаетесь? По моему мнению, была такая двойственная структура Крымской АССР. На момент ее создания решающее слово оставалось за коммунистами. Они выдвигали и партийная областная организация РКПБ, и коммунисты-татары на своей конференции в мае месяце, они говорили о том, что должна быть республика интернациональная. Поэтому можно говорить, что она имела по форме, да, она не называлась национальной, но вот по своей сути. Да, она не называлась, то есть как бы это посыл, что это будет территориальная республика. Вот. Но были такие республики в составе РСФСР, как Дагестан, как Горская республика. Вот Мирсаид Султан Галиев, о котором я вспоминал, он весной 1921 года предлагал создавать вот
подобную же республику, то есть где как бы должны защищаться интересы ряда национальностей. Но в документах, которые были в 20-30-е годы, мы можем встретить определение Крымской ССР как национальное. То есть там малый энциклопедический словарь уже 30-х годов, где написано, что Крымская республика национальная. Встречались мне даже такие высказывания в документах ГПУ, что это национальное. Поэтому в чем сложность? Есть, например, такие автономии были созданы, как башкирская. Там прямым текстом в Конституции говорилось, что Башкирия автономная – это образование башкирского народа. Вот в Конституции Крымской ССР там напрямую не сказано, что Крымская Советская Социалистическая Республика с автономным статусом – это государственность крымско-татарского народа. Но там сказано, что коренной народ крымские татары, сказано, что государственный язык крымский татарский, и поэтому можно сказать, что это была создана такая территориальная автономия, которая возникла во многом под влиянием крымско-татарского национального движения, и в которой провозглашалась необходимость защищать права крымских татар. В самой Конституции говорилось даже о том, что будет содействовать Крымская ССР возвращению крымских татар на родину, те, которые вынуждены были уехать во время массовых эмиграций времен царизма. Но этого, к сожалению, не произошло. По сути, вот тот расстрел Вели Ибрагимова, главы крымского ЦИКа, о котором мы вспоминали, он, вероятно, был в значительной степени обусловлен позицией Вели Ибрагимова, который хотел содействовать возвращению крымских татар из-за границы, расселению малоземельных крестьян крымских татар с южного берега в другие регионы, где было больше земли. Но эта политика не встречала полного понимания, полной поддержки со стороны вышестоящего партийного начальства, которое, в частности, поддерживало идеи в 20-е годы еврейской колонизации Крыма. И вот на этой почве были конфликты между Вели Ибрагимовым и вышестоящим партийным начальством. Что для него, собственно говоря, вероятно, это стало одной из таких существенных причин, почему он попал под каток репрессий в 1929 году. Ну, по сути, большевики хотели того или нет, но признали крымских татар коренным народом полуострова. Однозначно, да. Они признали коренным народом. Даже пытались демонстрировать, что они защищают права коренного народа. Вопрос тогда такой. Нынешняя Россия, нынешнее руководство России всегда говорит о непрерывности истории, которую нужно все принимать, начиная там от нашего князя Владимира, считая его своим, да, и как бы растягивая существование Московии вот во времени, принимает и наследие сталинское. Там не осуждается культ личности. Сталин считается хорошим хозяйственником и руководителем. Почему же тогда тот вывод, который сделали большевики, признав крымских татар коренным народом, не принимается нынешней Россией? Почему так в штыки воспринят был наш закон о коренных народах? Да, почему это, тут этот принцип вот наследия не срабатывает? Не в бровь, а в глаз, потому что действительно много разговоров в России о том, что они якобы поддерживают исторические традиции, и здесь очевидно, что в Крымской ССР на официальном уровне крымско-татарский народ был признан коренным. Про это провозглашалось со всех трибун и даже писалось в основных документах в 20-е и даже в 30-е годы, которые существовали. А сейчас мы слышим какие-то дикие истерики просто со стороны официальных представителей Кремля по поводу того, что в Украине произошло якобы, в кавычках, конечно, что-то страшное, когда приняли закон о коренных народах, в котором определено, в частности, что крымско-татарский народ коренной. В этом это выглядит, мягко говоря, странно, нелогично, но оно вписывается в такой
не сильно скрытый антикрымско-татарский нарратив, антикрымско-татарскую политику, которую проводит сегодняшняя Россия, которая запретила, собственно, органы национального самоуправления крымских татар. И более того, она даже не выполняет уже фактически третий год, даже уже четвертый, решение Международного суда Организации Объединенных Наций, которая обязала Россию восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на своей территории. И поэтому, конечно, идут постоянные систематические репрессии любых активистов крымско-татарского национального движения или просто активистов, например, религиозных активистов, общественных активистов крымских татар. А мы знаем, что крымские татары — это такая одна из основных опор гражданского общества в Крыму, потому что их десятилетний опыт самоорганизации в условиях тоталитарного режима, он давал очень мощные результаты, и он заложил мощные традиции самоорганизации крымских татар. И вот сейчас это все уничтожается, рушится оккупационным российским режимом в Крыму. Вероятно, поэтому Россия так болезненно воспринимает определение на законодательном уровне в Украине крымских татар как коренного народа в Крыму и, соответственно, в Украине. Почему не удается оккупационным силам создать какой-то эрзац, какое-то подобие управляемого органа, хотя бы формально, чтобы говорить, на него ссылаться при принятии своих каких-то решений, что якобы у них есть поддержка крымско-татарского народа? Да, это, кстати, очень такой интересный вопрос, потому что, казалось бы, Россия сегодня, оккупировав Крым полностью, контролирует ситуацию в Крыму. Создан недемократический режим, который не дает возможности людям самоорганизовываться, проявлять свободно свою политическую волю. Есть финансовые ресурсы, есть медийные ресурсы, пропагандистская машина работает 24/7, а при всех вот этих колоссальных, казалось бы, возможностях российскому оккупационному режиму не удалось создать хотя бы какой-то такой внешний заменитель органов самоуправления, некий такой эрзац-меджлис, который должен был бы показывать, что вот новая структура самоуправления существует. Это говорит, видимо, о том, что все-таки вот те традиции, которые есть у крымско-татарского народа по его самоорганизации, что они достаточно мощные, и что вот попытки создать некие заменители, они, мы помним, делались в первые годы после оккупации, они просто проваливаются, потому что не получают массовой поддержки в среде крымских татар. И тут мы видим тоже определенную последовательность имперской политики, когда произошла первая аннексия Крыма в 1783 году, то Российская империя уничтожила государственность, начала притеснение и разных слоев населения, собственно говоря. И вот в этот момент попыталась влиять на крымско-татарское население через духовенство, взяв его на содержание, под контроль. И вот сейчас мы видим тоже, что Российская Федерация контролирует муфтият, и через муфтият старается влиять на крымских татар. Но в политической сфере, в общественно-политической сфере создать какие-то серьезные такие структуры, которые бы могли сказать, что мы представляем интересы крымско-татарского народа, им не удается уже более 7 лет. Ну вот интересный феномен такой, конечно, получается. Сейчас, может быть, будут не очень корректные сравнения, но ведь там у оккупантов не получается управлять крымскими татарами и создавать какие-то подконтрольные политические структуры. Здесь же вроде бы мы видим и поддержку крымских татар, и признание их роли в борьбе за деоккупацию Крыма, но как дело доходит до конкретных вещей, таких как национально-территориальная автономия
то тут наши украинские политики начинают вести себя осторожно. То есть как-то говорят все вокруг да около, туманные обещания. Вот что беспокоит, что пугает, может быть, политиков как в самом статусе, измененном статусе Крыма? Я думаю, что представителям органов национального самоуправления необходимо говорить более предметно, уже не говорить только лишь свое видение, что необходимо создать национально-территориальную автономию. Необходимо предлагать некие модели, как она может функционировать для того, чтобы украинское общество лучше понимало как бы внутренние механизмы вот такой формы организации Крыма. Многие крымчане не понимают, как может это функционировать, каково место будет других этнических общин в этой форме организации, как будет функционировать органы власти, какие гарантии того, что не повторится некие сепаратистские сценарии. Вот это все надо просто проговаривать с обществом для того, чтобы общество лучше понимало, о чем идет речь. Потому что общие слова, они сегодня не дают эффекта. Необходимо общаться, мне кажется, тем, кто выдвигает идею национально-территориальной автономии, и с экспертным сообществом, и в частности с представителями Крымской платформы, и общаться в формальной и неформальной обстановке для того, чтобы, вот, например, в Крымской платформе существует 7 рабочих групп. Есть... Одна рабочая группа занималась, этим вопросом, но вот как вчера в нашем эфире на ток-шоу «Купюр мост» Яна Юксель заявила, что предложения экспертной группы были, но они не попали в общий доклад, который прозвучал на Крымской платформе. Предложения были, но и вот о чем я и говорю. Мало говорить одно предложение. Мы хотим национально-территориальной автономии. Я не говорю, что было предложение. На уровне экспертного сообщества нет понимания, как это будет функционировать. Необходимо выходить навстречу, не просто выдвигать это предложение. Вот в Крымской платформе это просто один из примеров, один из сегментов общества, с которым нужно работать. Один из многих сегментов общества. Там есть 7 рабочих групп. Вот выдвигались разные идеи, в том числе эта идея. Почему она не прошла в тот момент? Потому что многие люди видели, эксперты, не многие, но отдельные, видели другой статус Крыма. Кто-то хотел область, кто-то хотел еще чего-то. Для того, чтобы эту ситуацию изменить, необходимо было проводить встречи. И не только было, это сейчас, в общем-то, никуда не делась, на мой взгляд, эта задача. Необходимо проводить встречи с рабочими группами, встречаться, объяснять свое видение. Потому что если есть непонимание этих механизмов, то необходимо работать с этими группами, где есть такое непонимание, и где эти группы могут влиять на процесс. Экспертное сообщество — это как раз одна из целевых аудиторий, где эта тема должна проговариваться, прорабатываться, и там вырабатываться консенсус относительно этой темы. Иногда представители национальных органов национального самоуправления говорят, что уже 30 лет говорим одно и то же. Но вся суть в чем? Что далеко не до всех групп дошла эта информация. Не до всех доходит, вы хотите сказать. Спасибо вам за вашу позицию, за то, что были с нами в эфире. Благодарю вас. Андрей Иванец, историк, координатор Таврической платформы, был с нами на связи. И говорили мы с ним о годовщине столетия Крымской АССР. Пытались выяснить, действительно ли можно было ее считать, скажем так, формой национальной автономии, которая хотя бы формально, хотя бы декларативно определяла государственность крымско-татарского народа, в тех возможностях, которые были возможны при режиме большевиков. Мы сейчас продолжим наш эфир с нашим другим экспертом,
который сейчас должен с нами появиться на связи. И будем говорить мы о ситуации с коронавирусом на полуострове. Дело в том, что 4-я волна уже в разгаре. Каждый день в оккупированном Крыму фиксируется все больше и больше количество заболевших коронавирусом. А вот только за последние сутки там зафиксировано 875 новых случаев COVID-19. Это новый рекорд. Это вместе с оккупированным Севастополем. И 17 людей, к сожалению, погибли от этой болезни, не смогли ее преодолеть, не смогли выздороветь. И это тоже грустный рекорд этой осени. И коронавирус распространяется огромными темпами. И справиться с ним, наверное, сложно всему миру, но в условиях оккупации это происходит еще хуже. Там количество, даже сами оккупанты сообщают, что количество коек заканчивается, уже на 95% заняты все места, мест практически для больных нет. Но при этом вводить жесткий локдаун оккупанты не собираются, потому что считают, что люди уже устали от ограничительных мер. Там введены новые ограничения, они касаются удаленной работы. Все, кто старше 65 лет, отправились на удаленку. Также половина оккупационных чиновников тоже работают на удаленке. Там отменили льготный проезд для пенсионеров, для пожилых людей в общественном транспорте. И обязывают вакцинироваться сотрудников, потому что при условии, что если только 80% сотрудников будет вакцинировано, тогда организация предприятия сможет работать. Те, кто не вакцинирован, должны будут каждые, если я не ошибаюсь, 2 недели сдавать ПЦР-тесты, если нет прививки. Но при этом вводить какие-то жесткие ограничения не собираются. В Украине, на материковой Украине ситуация тоже осложняется. Количество больных становится с каждым днем все больше и больше. Но наше министерство Министерство охраны здоровья готово поддержать жителей оккупированного полуострова. Вот по нашей информации, на админгранице с оккупированным Крымом развернуты несколько пунктов вакцинации, на которые крымчане могут приехать бесплатно, получить вакцину, одну из зарегистрированных и признанных в мире, а не спутник, который только колят в России. И его эффективность у всех в мире под сомнением, потому что он нигде не принят, и ни одна из развитых стран не пользуется этим спутником и не заказывает эту вакцину в России, несмотря на то, что Россия ее рекламирует и рассказывает о ее чудесных свойствах. Вот сейчас с нами на связи Николай Якименко, заместитель главы Херсонской областной госадминистрации. Он с нами на связи. Мне подсказывают редакторы, что вот сейчас с ним буквально уже есть связь. Я приветствую вас. Доброго вечера. Вот у нас появилась информация о том, что есть инициатива открыть пункты вакцинации на админгранице с Крымом. Можете нам рассказать подробнее, сколько, где, в каких местах, когда работают? Дивіться, стосовно того, що ідея відкрити пункти вакцинації. Якщо буде потреба, ми туди будемо направляти мобільні бригади. У нас є перелік пунктів щеплень, де можна отримати вакцину. Якщо це буде необхідно і буде велика кількість одноразово, там 50, 25, 30 осіб зголосяться на отримання щеплення на КППВ Чонгар або Каланчак, ми будемо туди додатково направляти мобільні бригади для проведення вакцинальної кампанії.
как это должно произойти? То есть как эти 50 человек должны... То есть это должно быть такой тур специальный? То есть люди на автобусе должны будут приехать и сказать, мы хотим вакцинироваться? Или это... Питання не те, що тур. Можливо, це є на запис, ну, допустимо, да, на контакт-центр, який є у нас в обласної державної адміністрації. Звернулася одна особа, там так називаємо організатор з боку людей, які знаходяться на тимчасово окупованій території, кажуть, що на завтра ми плануємо приїхати там 30 осіб. Так? Ми на цю, ну, на плюс-мінус там 30-40 хвилин на цю годину присилаємо бригаду, і вони їх вакцинують. Не обов'язково записуватися повністю всім. Ми готові зробити це, якщо там зателефонували, що у нас буде там 30 осіб, будь ласка. То есть вы готовы это в любой момент сделать, то есть по звонку? Безумовно, безумовно, безумовно. А ну нужно как-то заранее звонить? То есть мы будем завтра, или вот мы едем, уже будем Ну, через дивіться. час? Расскажите Так. поподробнее, как крымчанам воспользоваться этой возможностью? От дивіться, на даний час громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Автономній Республіці Крим, можуть вакцинуватися проти у будь-якому з пунктів щеплення та центрів масової вакцинації на підконтрольної уряду території України. Ну, безусловно. Но доехать до Киева сложнее. К сожалению, Николай Якименко... Прервалась связь с Николаем Якименко. Возможно, еще получится ее нам восстановить. Но, как я понял из его слов, да, вот уже говорят, что есть. Вы меня слышите, Николай? Так. Вот просто... расскажите, как крымчанам... Понятно, что можно поехать и в Киев, там, в Запорожье, и в сам Херсон. Поехать. Є контакт-центр. Да, Наш контакт-центр обласної державної адміністрації. На сайті кода.gov.ua прописаний телефон 0800 504 077. Так, можна зателефонувати і сказати, завтра о 9 годині нас буде там 9-10 година орієнтовно, тому що ми розуміємо, що ми не можемо повпливати на митницю, яка з того боку. Так, тому кажемо, там орієнтовно на 10 годину там буде 30 осіб. Ми відправляємо туди мобільну бригаду і, будь ласка, вакцинуємо людей. А що за вакцина? Ну, в наявності на даний час є CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer. А будет ли ее достаточно в случае повышенного спроса? Есть у вас запас? Коли розраховуємо виїзд мобільної бригади, ми по-любому беремо з запасом, тому що кожна вакцина, вона ж йде там флакон там, на 5, на 10 доз щеплень, тому по-любому беремо з запасом. Я имею в виду, хватит ли области самой вакцин, если возникнет какой-то ажиотаж, и крымчане массово поедут за вакциной? Выстачит. А есть у вас какая-то информация конкретная, сколько сейчас у вас доз вакцин есть в области? И насколько жителей ее сейчас есть? У нас вакцина, дивіться, у нас вакцини вистачає в повному обсязі. І вона з розрахунками йде на вакцинування 70% населення Херсонської області. Вакцина є на складах, тому питань немає. Якщо потрібно, ми ще нам відвантажить центральна орган влади і МОЗ, відвантажить нам ще вакцину. Це питань немає. Что нужно? Какие-то документы? Может быть, это будет что-то стоить для крымчан? Вот что нужно? Просто паспорт Украины и все? Или еще какие-то нужно документы с собой брать? Ну, безумовно, щоб з собою був паспорт громадянина, мобільний телефон, на який прийде смс-підтвердження для того, щоб можна було отримати ковід-сертифікат. І отримати запрошення на другу дозу, на ревакцинацію. А если не будет, допустим, паспорта Украины, ведь есть уже крымчане, которые, когда пришло время получать украинские паспорта, не смогли этого еще сделать, потому что уже оказались в оккупации. Вы не знаете, что с такими делать?
Ну, в даному випадку, якщо такі випадки будуть, я думаю, ми також зробимо Спасибо дозу вам. щеплення. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Николай Якименко, заместитель главы Херсонской областной госадминистрации, был с нами на связи. У нас еще остается несколько минут для того, чтобы поговорить о ситуации с коронавирусом на материке, узнать, как проходит вакцинация здесь, достаточно ли активно граждане Украины пользуются возможностью вакцинироваться для того, чтобы обезопасить себя от новой волны коронавируса, поскольку количество больных растет с каждым днем, и, как известно, в Украине сейчас очень активен этот агрессивный штамм Дельта, который легче подхватить, он легче заражает людей. И четвертая волна тоже накрывает и нашу страну. Вот сейчас, пока режиссеры, редакторы наши будут связываться с нашим следующим гостем, я напомню несколько еще событий, расскажу о нескольких событиях, которые происходят в том числе в оккупированном Крыму. Вот на днях на полуострове была трагическая годовщина, даже третья годовщина расстрела в Керченском колледже 17 октября. Там в городе открыли даже монумент в память о погибших при нападении на политехнический колледж. Эта композиция выглядит в виде простреленной ученической тетради, из которой вырывается в небо стая жаворонков. В общем, это такая метафора о загубленных детских душах. Вот вообще этот памятник из бронзы, он в высоту примерно 6,5 метров, на гранитном постаменте, где золотыми буквами начертаны имена погибших. Я напомню, что именно 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже студент 4-го курса Владислав Росляков устроил взрывы и стрельбу в этом колледже. Тогда погиб 21 человек. Эта трагедия впервые такого масштаба была в Крыму и состоялась, то есть до оккупации ничего подобного на полуострове не происходило. А вот в 2018 году, уже на 4-й год оккупации полуострова, началась эта стрельба. Причем похожие случаи происходят не только в оккупированном Крыму, но и в России. Недавний случай был в Перми, где были убиты 6 человек, где устроили тоже в школе, устроил стрельбу школьник. Это было совсем буквально недавно, 20 сентября 2021 года на территории Пермского университета. Погибли 6 человек, 47 человек получили ранения. А недавно, буквально на днях, едва не произошел подобный случай, когда в одну из школ пришел 12-летний мальчик с родительским оружием. Он хотел отомстить девочке, которая его обижала. В общем, ситуация из американских новостей как-то перекочевала в Россию, и из России она как-то пришла и в оккупированный Крым. Но вот что-то мне наши редактора не подсказывают. Есть ли у нас связь с Андреем Александриным, эпидемиологом? Не подсказывают. Вот даже теперь подсказывают, что связи с ним нет. Но, к сожалению, хотелось, конечно, поговорить о том, как обстоит ситуация с коронавирусом в Украине, как идет вакцинация. Но вот поскольку, к сожалению, мы не можем связаться с нашим гостем, то будем заканчивать наш эфир. Благодарю, что были с нами. Я напоминаю, что вы можете подписаться на наш Patreon, чтобы поддержать нас, нашу работу. Для вас наша поддержка нам
всегда актуальна и важна. И наши выпуски вы можете смотреть на нашем YouTube-канале. Там всегда есть выпуски и прямых эфиров, и программы «Бугунь», и новостей, службы новостей «Заман». И вот, как мне подсказали наши редакторы, Андрей Александрин, эпидемиолог, появился у нас на связи. У нас остается буквально 5 минут до конца эфира, поэтому я прошу достаточно лаконично, но по возможности информативно рассказать, какая ситуация у нас сейчас с прививками, удается ли нам создать общий иммунитет. Да, здравствуйте, Роман, здравствуйте, телезрители. Ситуация у нас прогнозируемая, которую мы ожидали осенью. Она обусловлена несколькими аспектами. В первую очередь, это, конечно же, низким охватом вакцинопрофилактикой нашего населения. Напомню, что когда в августе 2021 года наш премьер-министр Денис Шмигаль объявил о том, что Украина входит в 5-й этап вакцинопрофилактики, а по итогам 4 этапов должно было быть вакцинировано 21,5 миллионов граждан Украины, то, конечно же, мы не выполнили даже 4 этапа вакцинопрофилактики, не говоря уже о 5-м. Поэтому на сегодняшний день мы являемся заложниками того, что в Украине нету консолидированной или мультимодальной стратегии, в том числе по вакцинопрофилактике, как и в целом по внедрению мероприятий инфекционной безопасности. И, конечно же, вот, пользуясь случаем, я хочу обратить внимание, что в первую очередь я призываю всех идти все-таки вакцинироваться от COVID-19. Напомню, что все вакцины, которые зарегистрированы в Украине, они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. И второй аспект, на который я хочу обратить внимание, это на проветривание, на эффективную кратность воздухообмена. Если нет у вас механической вентиляции в офисах, там еще где-либо, то, опять же, естественная вентиляция путем открывания окон на сегодняшний день значительно снижает риск распространения COVID-19. Ну и все остальные для нас уже приемлемые такие вещи, как правильное ношение масок, как физическая дистанция, особенно там, где находится большое скопление людей в помещениях, нужно не игнорировать. И уже достаточно доказательных фактов, опубликованных в ведущих мировых журналах. Исследования показывают, что именно комплекс мероприятий по инфекционной безопасности, он значительно уменьшает риски распространения COVID-19. Но все-таки я надеюсь, что хватит разума нашим чиновникам усилить коммуникационную кампанию по отношению к населению, особенно к группам риска, для того, чтобы призывать или мотивировать даже как-то к все большему вакцинации. И таким образом, возможно, мы только к лету 2020 года как-то уже почувствуем на себе вот такое, знаете, стабилизацию или уменьшение заболеваемости COVID-19, так как пока говорить об этом рано. Ну и также призываю к тому, что если у вас есть возможность вакцинироваться от гриппа, тоже вакцинируйтесь, потому что на сегодняшний день именно дельта-штамм, тот, который в большинстве циркулирует на территории Украины, в принципе, как и во всем мире, он достаточно серьезно маскируется и маскируется по другие острые респираторные заболевания, для того, чтобы мы не получали с вами микс-инфекцию, сочетанную инфекцию, там аденовируса, риновируса с парагриппом, с гриппом и с COVID-19, нужно все эти риски минимизировать. Поэтому призываю всех быть или прислушиваться к специалистам, и все-таки на сегодняшний день, к сожалению, более 98% всех людей, которые госпитализируются с тяжелыми формами COVID-19, и, к сожалению, те, которые дают смертность, это невакцинированное население. Вы говорите, что к лету мы можем выйти из этой ситуации. Это просто сезонно будет? Или это уже будет выработан коллективный иммунитет? COVID-19 показал, что на сезонность никак это не влияет. Это зависит только от того, что у нас может быть уже значительное количество или охвачено вакцинированием. Потому что в тех странах, в развитых экономических странах, которые заранее побеспокоились, чтобы у них была вакцина, и они правильно организовали сам процесс вакцинации для своего населения,
на сегодняшний день мы видим, как они уже потихонечку выходят с этого кризиса, и их жизнь нормализуется. Но когда мы говорим про европейские страны, мы говорим про вакцинацию уровня там 70%, 80%. Мы в этот как-то не очень попадаем в перечень. Можно привести пример, например, там, Израиль, Соединенные Штаты Америки, Великобританию, которая не входит в Европейский Союз. Да, конечно же, потому что очень хорошо сравнивать как раз разницу госпитализаций Российской Федерации, Украины, той же самой Белоруссии, да, с западными странами европейскими, когда большинство случаев, которые на сегодняшний день госпитализируются, они не вакцинированы, и это, к сожалению, как раз является группой риска. А если в западных странах, то мы видим, что группы риска, они практически не попадают в лечебные учреждения, не нуждаются в специализированной медицинской помощи, потому что в первую очередь государство побеспокоилось о том, чтобы они были вакцинированы, а потом уже начали вакцинировать людей молодого возраста, даже уже сейчас детей начали вакцинировать от 12 лет. Поэтому это все, в вопросах эпидемиологии или инфектологии все нужно делать вовремя. Лучше предотвращать вот такие сложные вещи. Поэтому нужно, конечно же, делать все вовремя. И, к сожалению, я хотел бы обратить внимание, мы сейчас опять стали все заложниками ситуации, когда детское население пошло в школы с сентября месяца, и мы, конечно же, это спровоцировало рост COVID-19, и мы об этом говорили, что как раз в летний период нужно готовить школы, детские садики как социально-критические объекты для того, чтобы там улучшать именно вопросы инфекционной безопасности путем меньшего количества нахождения учеников в классах, путем организации качественной вентиляции. Но, к сожалению, мы уже второе лето за период пандемии COVID-19 практически ничего не сделали в этом вопросе. Поэтому сейчас мы пожинаем плоды этого всего. И единственное на сегодняшний день остается для украинцев это вопросы все-таки вакцинации, потому что даже среди моего близкого круга люди, которые вакцинированы, даже если они заболели, то они переносят COVID-19 в легкой степени и не нуждаются в госпитализации. Благодарю вас за то, что были с нами на связи, за то, что подключились к нашему разговору. Андрей Александрин, эпидемиолог, был с нами на связи. А я прощаюсь, наше время в эфире подошло к концу. Напоминаю, что у нас есть наш YouTube-канал, на который вы можете подписаться и смотреть все наши выпуски в удобное для вас время. И можете подписаться на Patreon для того, чтобы поддержать нашу работу для вас. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и будьте здоровы.